В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые сочиняют историю и зачастую рассказывают небылицы. На данный момент сотрудниками госавтоинспекции проводятся рейдовые мероприятия. И, как вы видите, результат налицо. Выявляем и пресекаем данный вид деятельности, незаконный. После выявления нарушений составляется административный протокол, изымается водительское удостоверение и выдается временное постановление. А изъятые документы и составленный административный материал отправляется в госавтоинспекцию. Во время проведения рейда было выявлено 7 правонарушителей. Так, лицензия. 21 год. Это на всю жизнь. На всю жизнь? Да. Будьте добры, пройдемте. В мероприятии приняли участие и экскурсоводы Абхазии, которые объяснили туристам, что нужно ездить на экскурсии с лицензированными экскурсоводами, а не с лжегидами, которые искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны. Профсоюз экскурсоводов Республики Абхазия, вы воспользовались, вы приобрели путевку у нелегальных гидов. И к чему сейчас ну, вам никаких претензий нет, вас обслужит лицензированный гид. Ему надо будет оплатить, и вам оплатить. А вы ему оплатили? Нет, еще. А зачем вы должны ему оплачивать? А зачем Он вам услугу не оказывает. Он же нас довез до границы. Это нелегальный гид. Ему сейчас будут выписывать протокол и штрафовать его от 18 тысяч. Он не первый день так работает. Он у нас находится в базе. Это номер автобуса и, соответственно, следующий номер автобуса. Вам услугу окажут. То есть вы не волнуйтесь. Услугу вам окажут, и вы, естественно, оплачиваете тому туроператору, лицензированному, который вам окажет услугу. После долгой и вежливой беседы туристов пересаживали на экскурсионные маршруты с лицензированным гидом. Однако среди туристов были и те, кто отказался от поездки и вернулся обратно в Сочи. Гиды-нелегалы ведут экскурсию, искажая историю, культуру и принижая коренное абхазское население. Эта проблема в республике существует более 10 лет, отметила член Ассоциации экскурсоводов Абхазии Кама Мукба. Любой работник сферы туризма, что в этом году, вот в нашей сфере, работает гораздо меньше, чем в прошлом году. Но работа у нелегальных гидов на 200% увеличивалась больше. То есть, если мы работаем там в промежутке от А до Я, то они работают круглый год. И это не самое страшное, на мой взгляд. Самое страшное то, что идет такая сильнейшая дезинформация, оскорбления. Они скачивают информацию с Википедии. Там, вы сами знаете, трактат весь грузинской тематикой. А экскурсоводы, они, значит, нелегальные гиды, они, значит, в основном едут из Туапсе, Лазаревской, Сочи, Адлер. Вот, они решили обходиться без услуг местных гидов, фирм. И, в принципе, весь заработок берут себе, при этом нанося колоссальный моральный ущерб. Рейды по выявлению нелегалов проводятся еженедельно на различных участках республиканской трассы. Также мы ведем информационную войну, доставляем людям информацию по поводу того, как и что делать, как себя вести, с какими структурами нужно связываться, чтобы вести легальный бизнес на территории Абхазии. И множество людей, кстати говоря, помимо того, что они оплачивают штрафы, также и встают на сторону закона, делают все законно, связываются с нашими местными туристическими компаниями. Вы выявляете не только гидов, но и водителей, да, которые... Конечно, любая нелегальная деятельность, связанная со сферой туризма на нашей территории, потому что мы преследуем какую цель? В первую очередь защитить нашу историю. А вот среди выявленных нарушителей есть, который осмелился второй раз приехать? Да, к великому сожалению, да, есть, но, тем не менее, поверьте мне, мы их уже прекрасно знаем, они нас уже прекрасно знают, и мы им не даем спуску ни на секунду. Мы всячески стараемся воздействовать на них нашими силами других правоохранительных органов. Мы пытаемся как-либо изменить их направление, поставить на сторону закона. Мероприятия по выявлению нелегалов-экскурсоводов сотрудники Минтуризма планируют проводить как можно чаще. Адица Сагария, Адам Рдженя.